Избегать переохлаждения и витамин D3. Простыл, сдают нервы, выпадают волосы, попей витамины. По поводу и без. В последние годы употреблять пищевые добавки в больших количествах стало своего рода модой. Особенно среди блогеров, которые глотают их как волшебный эликсир, способный продлить жизнь. И что самое опасное, рекомендуют их принимать своим подписчикам, доверившись их советам. Я не сторонник того, чтобы самопроизвольно принимали витамины, так как, скорее всего, эти блогеры также обследовавшись, начали принимать, элементарно хотя бы витамин D, они должны проконтролировать и также принимать, уже зная свои показатели. Бесконтрольный прием витаминов приводит даже к развитию онкологических заболеваний, напоминают специалисты. Витамин С может вызвать аллергические реакции. Витамин А повлиять на плод беременной женщины. А переизбыток витамина D куда опасней его дефицита. Несмотря на то, что мы живем на Кавказе, у нас очень большая нехватка витамина. Но перед тем, как его принимать, конечно, нужно сдать анализ, чтобы узнать, какой дефицит идет у нас, потому что нужно подбирать дозу витамина D3 индивидуально. Витамины С у нас, я заметила, очень прям ударными дозами любят, особенно внутривенно. Многие назначают сами себе. Это неправильно, потому что бывают последствия в виде крапивницы, в виде сыпь появляется, отек может быть, зуд кожи. Согласно исследованиям, питание россиян во многом не соответствует научным требованиям к оптимальному рациону. Растительное масло, картофель, молочные продукты, овощи и фрукты употребляются в объеме до 40% меньше нормы, а хлебопродукты, сахар, кондитерские изделия присутствуют в рационе в избытке. Все это ведет к дефициту широкого спектра витаминов и минеральных веществ. И чтобы восполнить его, многие принимают вместе с пищей добавки. Мультивитаминные комплексы, они активно рекламируются и продаются в аптеках, не содержат лечебных дозировок. Пить их без рекомендаций врача не опасно. Мультивитамины носят профилактический характер. И все же специалисты рекомендуют перед употреблением проконсультироваться с доктором, так как аллергическая реакция на компоненты поливитаминных комплексов может быть непредсказуемой. А в последние годы население все чаще начало задаваться вопросом: мультивитамины – польза, плацебо или вред? Все потому, что содержимое таблеток вместо полезных добавок нередко оказывается пустышкой. Но не исключены случаи, когда пустышки намеренно назначаются врачами пациенту. Плацебо – вещество без явных лечебных свойств, которое может использоваться в качестве лекарства либо маскировать его. Феномен улучшения состояния вследствие применения такого препарата называют эффектом плацебо. Отпускаются зачастую пациентам с психологическими проблемами. Существуют различные факторы, то есть, например, усиление плацебо. Это значит то, что например, размер таблетки. Чем больше таблетка, тем сильнее она. Далее цвет. Приятный цвет, синий, зеленый, он тоже как-то сказывается очень положительно. Например, зеленый цвет и синий цвет используют для того, чтобы избавить человека от бессонницы, снять уровень тревожности. Красный, оранжевый и желтые цвета используют для того, чтобы помочь человеку при депрессии. Третий фактор у нас – это способ введения, то есть как вводится именно этот препарат. Инъекциями, уколами, капельницами. Естественно, это куда эффективнее, чем принимать таблетку вовнутрь. Авитаминоз – это полное отсутствие витаминов в организме. Гиповитаминоз – снижение необходимого уровня. Особенно наблюдается весной. Специалисты напоминают, что пить витамины про запас нельзя. При этом все витамины жиро- и водорастворимые. И некоторые, принимая их без консультации врача, проглатывают целой горсткой одновременно, не осознавая, что это не только не даст никакого результата, но и навредит. Жирорастворимые их желательно принимать с пищей, богатой жирами. Водорастворимые обычно принимают после еды и желательно до обеда времени, до 12, усваиваемость лучше. Также есть витамины, которые не поливитамины, есть препараты, витамины, которые вместе плохо усваиваются. Есть, которые, наоборот, лучше усваиваются и дополняют друг друга. Например, кальций, его хорошо сочетают с D3 и витамином С. Цинк и кальций плохо, наоборот.
И чтобы избежать тяжелых последствий, нужно сдать анализы. Если что-то беспокоит, сообщить об этом врачу и сдать кровь на соответствующие витамины. Анализы сдаются натощак, конечно, с утра, в зависимости от лаборатории. Допустим, у нас в городской поликлинике с 8 до 10 часов сдают анализы. D3, вот витамин С, К, микроэлементы обязательно. Это все сдается, чтобы узнать, есть ли дефицит, например, магния, калия, натрия. Нередко активные пользователи социальных сетей, насмотревшись вирусных видеороликов, пьют витамины без рецепта врача. А более взрослое население все же не рискует заниматься самолечением. Что вы думаете про бесконтрольный прием витаминов без рецепта врача? Я бы бесконтрольно не принимала. Зачем? Превышение тоже такой же, мне кажется, как и недостаток витаминов. Поэтому нужно принимать витамины по назначению врача и после того, как мы сдадим анализы. Я так считаю. Например. Без рецепта врача вообще я сама не буду принимать. И всем советую, чтобы не принимали без рецепта. Но они разные же бывают. У каждого человека свой организм. Поэтому я считаю, что неправильно без рецепта. Нецелесообразно просто. Человек все-таки, организм у всех разный. Врачи отмечают, прием витаминов показан только тогда, когда установлен их дефицит. И относиться к ним следует, как и к лекарственным препаратам. Диана Дударова, Адам Далаков. Новости 24.